Расскажите о выставке в Берлине, как она прошла, кто представлял нашу страну, какой у нас был павильон, может быть, впечатление гостей выставки о Кыргызстане, кто что знает, говорят, может, какие-то контракты были подписаны, мосты налажены. Да, я с радостью отвечу на ваш вопрос. ITB Берлин является уникальной площадкой международного уровня, которая направлена на развитие туристического потенциала каждой страны. Это международная глобальная площадка, которая включает в себя участников более 170 стран. Если говоря о последних мероприятиях, которые были проведены в городе Берлин, на ITB Берлине приняли участие более 180 стран. Более 180 стран приняли участие, в том числе и наша страна. Мы достойно приняли участие на этой международной площадке. ITB Берлин – это не тот уровень и не то место, где турист пришел, выбрал себе путевку, билет куда-то, да, горячие путевки выкупил. Нет, это совершенно другой формат и другой уровень проведения, поскольку на этой площадке участвуют разные субъекты. Это государственные органы, это мировые туристические фирмы, державы, так скажем, да, из туриндустрии принимают участие. Кроме того, различные IT-корпорации, медиа также принимают участие, медийные холдинги большие. И из этого всего наша страна также приняла достойное участие. Вообще для нас участие это было важным. Дело в том, что на этой площадке ты заявляешь о себе, ты показываешь страну, ты рассказываешь о туристических возможностях, о туристическом потенциале, об экономическом росте нашей страны. В этом году для нас, для стран Центральной Азии, было отведено определенное место, 65 квадратов место наша страна арендовала. Мы приняли участие совместно с Департаментом туризма при Министерстве экономики. Также нас сопровождали 14 местных наших отечественных туроператоров, 2 местные дестинации и наша профильная ассоциация. В данном случае это Кыргызская ассоциация туроператоров. Мы всей этой командой выступили, был организован национальный стенд. Мы не так просто формально, чтобы приняли участие, поехали туда с нашими брошюрами, видеоматериалами. Нет, мы придали этому значению, большое значение этому мероприятию, и чтобы со статусом национального имиджевого статуса мы организовали этот стенд. Наш стенд национальный. Оснащение нашего стенда также было не хаотичным, не как вот в предыдущие года мы просто там наклейки всякие, да, видеоролики выставили. Нет, мы акцентировали на смысловое значение. То есть была общая концепция? Совершенно верно. В этом плане нам и помогли наши туроператоры, департамент туризма по смысловому оснащению нашего национального стенда. Нашими соседями по стенду являлись наши братские народы, наши соседи, это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, страны Центральной Азии. Мы, вот, так скажем, в таком небольшом материке представляли нашу страну. Я скажу, достаточно хороший уровень был проведен. В первый день мы торжественно открыли наш стенд. В этом мероприятии нам помог и активное участие приняли наши дипломаты,
дипломатический корпус в лице нашего уважаемого посла в Германии, это Текебаев Эмирбек Черкешевич и его команда. Нам здорово помогли, поддержали мероприятие. Мы совместно с послом открыли стенд наш. Во второй день у нас состоялась встреча также с местными, с немецкими, да и вообще европейскими туроператорами встреча и возможность, такая площадка, где Кыргызстан выступил, заявил о себе, рассказал о туристических возможностях. А если конкретно говорить, это DRV, это немецкая ассоциация туроператоров, которая имеет авторитет на европейском пространстве. И совместно с DRV нам была предоставлена возможность выступить. Посол Эмирбек Черкешевич выступил, выступили от Фонда развития туризма, Департамента туризма. Мы увидели заинтересованность со стороны европейского населения. Состоялись ряд встреч, переговоров, где мы могли рассказать о наших туристических возможностях. Вот скажите, какой интерес проявляли западные партнеры к Кыргызстану? Я должен сказать, что в принципе западные наши партнеры, друзья, они достаточно информированы о Кыргызстане, знают. То есть если мы когда-то помним, что нас вопрошали, да, а где Кыргызстан, а что это за страна, и мы начинаем рассказывать, где кто наши соседи, да, чтобы европеец мог сориентироваться, а то здесь уже о Кыргызстане достаточно хорошо знают. Почему я так говорю? Потому что такие участия Кыргызстана на таких площадках до этого, конечно, были, всегда проходили. И заявлялось, говорилось о стране, и какая-то институциональность у европейцев осталась. Другой вопрос, с какими продуктами, с чем мы туда идем, что мы можем предложить. Эти вопросы были озвучены. Наш акцент особый был на проведении в этом году Всемирных игр кочевников, да, европейскую сторону заинтересовал этот бренд. Всемирные игры кочевников достаточно хорошую уже популярность набрали, и была такая большая заинтересованность в участии, в ознакомлении еще раз этих мероприятий. Также я должен сообщить о том, что вообще когда с туристом разговариваешь или с бизнесом, сиюминутного эффекта, результата не происходит. Чтобы какие-то крупные страны, инвесторы, либо турист приехал к нам в страну, ему нужно время, чтобы он еще раз посмотрел, изучил, и после этого он принимает решение и приезжает. И, в принципе, наши все туроператоры, они такую ситуацию знают, владеют ею и не сразу готовятся, чтобы турист он приехал. Да, то есть сперва рассказываешь, даешь время туристу, чтобы он переосмыслил, и после этого у него возникает интерес, и он начинает формировать свой календарь, свой график, и далее он уже уходит на туроператора и формирует свой турпакет. Скажите, а предметные какие-то контракты, меморандумы подписаны были? Вы знаете, по линии фонда туризма не было подписания каких-либо контрактов, но я хочу сказать, что отдельно каждый туроператор, который представлял страну, который работал на стенде, у них свои переговоры были, свои дискуссии были с различными организациями, и я убежден, что наши туроператоры достигли какого-то результата для себя, хоть маленького, но результат, но который в последующем принесет больший эффект. Я также встречался и видел, какие были живые дискуссии наших туроператоров с другими партнерами. Поэтому я считаю, что каждый туроператор, который принимал участие,
со стороны Кыргызстана достиг для себя неких результатов. Подскажите, вот у вас есть видение портрета туриста из той же Германии, который желает посетить Кыргызстан? Но, вы знаете, портрет, да, он такой облик, может быть, есть, но европейский турист, его больше всего интересует подлинность, аутентичность. И я бы сказал, что Кыргызстан, для Кыргызстана это конек, это самая важная фишка. Чем привлечь туриста европейского? Это нашей подлинностью, нашей дикой природой, первозданность ее. Для европейца ему уже, знаете, вот это все банальность, кажется, да, когда яхты, моря, да, такая роскошь, для него это уже банально. Его интересует первозданность чего-либо. И в данном случае мы, Кыргызстан, этим должны пользоваться. Вы посмотрите, у нас какая чудесная природа, какие горные ландшафты, озера, леса. Мы должны этим захватить европейского туриста. И при этом мы сегодня целенаправленно работаем над этим. Мы стараемся и сохранить нашу окружающую среду, сохранить в той ее первозданном состоянии. Так может нам вообще отказаться от пятизвездочных отелей и поставить миллионы юрт, показывать кочевой образ жизни? Это же как раз для европейцев будет самый такой смак. Смак будет, согласен, но мы не должны забывать о развитии, мы также должны развиваться, идти вперед. Пятизвездочные отели должны быть, потому что европейский турист, он и разный бывает. Есть и те, кто предпочитают, да, и мы, это, знаете, это сфера же услуг, мы должны предоставлять. Хочешь увидеть первозданность, аутентичность? Пожалуйста, вот. Ты захотел лакшери? Пожалуйста, вот тебе пятизвездочный отель, вот яхта тебе. Что у нас и имеется, в принципе. Но, вы знаете, мы видим и наблюдаем, что европейский турист, он хочет увидеть красоту природы, он хочет вот эту дикость посмотреть, первозданность. И поэтому мы эту часть не должны упускать и делать на нем акцент. Вот наши инфраструктурные проекты делают дорогу хорошую, да, там несколько лет это занимает. Когда мы уже получим какой-то отклик от этого? Отклик, результаты этих работ, вы знаете, они тоже, я скажу, не сиюминутные. Да, государство прилагает максимум усилий сейчас, особенно вот последняя пятилетка. Мы видим, как стремительно, бурно идет развитие в каждой отрасли, в реальном секторе нашем. Ну, возьмем вот транспортный, да, сектор, да, дорожное строительство. Сколько дорог строится, сколько асфальтов прокладывается. Например, вот Чумкурчак, да, никогда до этого асфальта не было как бы такого нормального. Сейчас вот асфальт. Вот на наш флагшток поднимается асфальт. Да, это все развитие направлено на развитие туризма. Как местного туризма, так и вот, иностранного туриста. Мы не должны забывать и о местном туризме. Наше население сейчас достаточно активное, стараются свои уикенды, выходные провести с семьей где-либо, да, выехать на Исаку, либо в горы выехать, на пикник устроить и создать также местному нашему населению, местному туризму условия. И это все идет планомерно, последовательно. Мы сейчас знаем, что вокруг Бишкека планируется кольцевая дорога, строительство. Это очень важный этап для города. Тем самым мы разгружаем, будет одна мера предпринята по разгрузке нашего транспортного коллапса, пробки в городе. И при этом такая кольцевая дорога будет создана. Мы можем и уже гордо заявлять, что у Бишкека есть своя кольцевая дорога. Это ведь тоже будет влиять на туристический потенциал страны, на экономический рост. Каждая сфера жизнедеятельности, она претерпевает сейчас реформы, и
эта реформа, она будет, это постоянный процесс. Это не сегодня завершится, но к этому государство планомерно идет. И мы видим рост нашего бюджета, и это оттуда из бюджета также будут выделены средства на развитие каждой сферы реального сектора. Президент уже несколько лет проводит День независимости в разных частях нашей страны. Совершенно верно. Вроде бы это какая-то внутренняя акция для внутренней политики, но тем не менее это же играет большую роль для развития того же туристического потенциала. Как вы считаете, стоит развивать это направление или же все-таки переключиться на центры? Вы знаете, я считаю, что это правильная политика главы государства. Дело в том, что День независимости, даже Норуз будет это праздник, и любые большие наши национального уровня наши праздники, руководство страны, если будет посещать, проводить эти мероприятия в разных городах нашей республики, безусловно, это привлекательность, это развитие того региона, того города. И даже косвенно это может затронуть и сферу туризма, потому что вы знаете, у нас в стране очень большой дипломатический корпус, очень много международных организаций, которые отслеживают ситуацию. И даже если глава государства принимает участие на национальных торжествах, праздниках в каком-то городе, то обязательно приглашаются и в качестве гостей дипломатический корпус. Они это отслеживают, они об этом заявляют, говорят, вот такой город, глава государства поехал туда, открыл это мероприятие. Тем самым мы рекламируем, брендируем этот город. Достаточно хорошие деньги туда вкладываются, дорога строится в этот город, инфраструктура меняется. И, соответственно, какую-то туристическую привлекательность этот город начинает обретать. Также благоприятная среда. Благоприятная среда, инвестиции, бизнес туда начинает подтягивать. То есть это, опять же, такая, знаете, планомерная и повсеместная работа со стороны государства. И, конечно, это очень важно, что глава государства принимает участие в таких мероприятиях национального характера и в какой-либо части нашей страны. Помимо этого, он же еще также катается на лыжах у нас, гуляет Глава в государства горах. достаточно активный человек. Да. Как вы считаете, открытие казино в нашей стране привлекает дополнительных туристов из того же зарубежа, или же все-таки играет какой-то негативный характер? Отвечу так. Казино, да, есть, наверное, тот уровень, где он привлекает туристов. Но другой вопрос, есть и, вы знаете, разные мнения по казино. Есть и морально-этическая сторона этого, есть и экономическая, да, составляющая этого вопроса. Но мы знаем, что сейчас страна поддерживает казино, да, но и с определенными ограничениями. То есть для местного населения, для национальных наших граждан есть запрет. Больше это для иностранцев, да, создаются определенные зоны, где это будет, где казино откроется. Я не могу сказать, какие доходы оттуда идут, но могу лишь предположить, что доходная часть, скорее всего, растет от этого тоже, поскольку разные люди бывают, которые игроки заинтересованные, азартные игроки бывают, да, которые готовы большие деньги вложить, приехать сюда к нам, поиграть, оставить деньги и обратно уехать. Это все остается в стране. Да, и если будут надлежащие условия созданы, и рабочие места создаются, рабочие места именно для наших граждан, то, может быть, и есть хороший эффект от этого. Я, знаете, не проводил какую-то статистику на этот счет, но думаю, что туристическую привлекательность.
Возвращаясь к выставкам, скажите, какие у нас еще в планах на этот год участия в выставке? Знаете, на этот год по согласованию и с Министерством экономики, и с Департаментом туризма в этом году насчитывается принятие участия на 15 международных выставках. Были отобраны наиболее перспективные, наиболее важные направления. И в текущем году мы должны принять на 15 международных ярмарках, выставках, которые в последующем принесут положительный эффект, положительный результат для страны. И кыргызская сторона активно сейчас ведет работу по участию, заблаговременно готовятся материалы, формируются списки участников, формируется наш образ, каким образом мы будем представлять нашу страну, перечень вопросов. Я скажу так, ведется достаточная работа, такая активная по подготовке ресурсной базы. Вот, главное направление фонда. Да. На этот год какие-то крупные мероприятия уже отдельно от фонда у вас имеются? Конечно, имеются. Я сообщу о том, что помимо участия на международных выставках, турнирах, вернее, в ярмарках, мы, фонд, реализуем и инвестиционные проекты. У нас есть ряд больших проектов, над которыми сейчас фонд ведет работу. Первый наш проект – это создание горнолыжного кластера всесезонного характера. Это Baytik Mountain Resort. Как самой за себя говорит, не в селе Байтик, да, создать такую альтернативную тоже площадку для наших туристов, для местного населения, для любителей, кто катается на лыжах, и которые провести просто свой досуг. Baytik Mountain Resort. Да, мы сейчас ведем переговоры, работы с инвесторами, готовится необходимая документация. Эта работа параллельно ведется с органами местного самоуправления, с областями. То есть такая повсеместная работа идет. Второй наш проект – это строительство международного спортивного центра ТОСОР в селе ТОСОР Жетыгусского района Иссык-Кульской области. Предполагается строительство современного спортивного центра, отвечающего международным стандартам, прежде всего олимпийским стандартам. Это уникальная база, спортивная база будет, где спортсмены различных стран могут по олимпийскому циклу проходить подготовку на этой базе. И сейчас фондом ведется также активная работа с местными инвесторами по дальнейшему развитию этого направления. Кроме того, мы рассматриваем также участие в строительстве горнолыжного кластера Чаткал Резорт. Это в Чаткальском районе Джалабадской области. Такие ряд инфраструктурных у нас проектов. Такие крупные проекты. Крупные, да, проекты. Какие-нибудь мелкие, но значимые имеются? Мелкие, значимые. Вы знаете, каждое направление для нас оно значимое является. Я бы отметил здесь нашу компанию, дочернюю компанию GoBus. Мы работаем над совершенствованием, над модернизацией деятельности GoBus путем предоставления возможности населению использовать электронную платформу GoBus. Сейчас мы ведем работу с автовокзалами, с местными органами власти по внедрению нашего приложения GoBus в автовокзалы. Кроме того, мы ведем работы с нашими местными дестинациями, с местным населением. У нас достаточно активное местное население, которое предлагают свои проекты. Мы сейчас рассматриваем их. Достаточно успешно у нас до этого были проекты, которые сегодня приносят свои плоды. В принципе, каждое направление,
туризме мы готовы рассмотреть, и с туроператорами ведем постоянную беседу, постоянный мониторинг. И я могу сказать, что мы открыты к разговору, к беседе с любым нашим бизнесменом, местным, каким-нибудь нашим партнером. Есть ряд проектов и инициатив, конечно, их очень много, и готовы к открытому сотрудничеству, я так сказал. Скажите, можете назвать топ-5 фестивалей, на которых может поднять имидж Кыргызстан? В том же Берлине есть Октоберфест. Что мы можем предложить миру? Что мы можем предложить миру? Как я ранее сообщил, миру мы можем предложить участие на Всемирных играх кочевников. Это уже достаточно закрепленный за Кыргызстаном бренд, который набрал большую популярность. И мы можем там принять участие и пригласить наших международных партнеров и заявить о себе. Мы должны также поддерживать местное население наше, в частности, есть села, да, отдаленные даже села есть, где то население, которое проживает там, они именно специфически изготавливают какие-то продукции. В данном случае какое-то село занимается только изготовлением юрт. Есть некоторые села, которые занимаются только изготовлением шердаков. И вот такие населенные пункты мы должны брать под патронаж, поддерживать их и дальше продвигать уже на мировой уровень. Мы проговорили на этот счет с ЮНЕСКО, с Ассоциацией ремесленников, мы озвучили эти предложения и Министерству культуры, и видим повсеместную поддержку, и мы должны продвигать и поддерживать такие населенные пункты, такое местное население, которое изготавливает определенную, эксклюзивную, так скажем, продукцию ремесла. Скажите, вот сейчас наши зрители услышали об этой инициативе вашей, они могут обращаться? Конечно, могут обращаться к нам в фонд. Мы обеспечим всей необходимой информацией, примем их и будем достаточно тесно сотрудничать и дальше продвигать их продукцию. Мы готовы. Говоря о дальнейшем участии на международных выставках, ярмарках, мы должны говорить о маркетинговой части, о медийной части сопровождения таких мероприятий международного характера. В данном случае я хочу проинформировать вас о том, что по согласованию с Министерством культуры сейчас прорабатывается вопрос о создании, так скажем, на первоначальном этапе института амбассадоров, их, так скажем, легализовать. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, когда страна участвует на таких мероприятиях, их официально могли брендировать, медийное сопровождение оказывать. А кто это сделает? Это сделают амбассадоры. Амбассадоры — это в современном названии, и это будет, и этим будут заниматься блогеры различные. Мы видим сегодня у нас инфлюенсеров очень много, да, на рынке, таргетологов, СММщиков, да, и которые пользуются большой широкой аудиторией, у которых есть многомиллионные подписчики даже, и которые могут своим контентом о стране хорошо заявить. И вот этот рынок, этот институт амбассадоров мы сегодня по согласованию с Министерством культуры хотим упорядочить и, наконец, пользоваться этой деятельностью. Вот такая работа представляет из себя. Хорошая. Важной составляющей нашей деятельности фонда является участие в системе госклассификации отелей. Что это значит? Вообще этот институт для нас, для нашей страны, это совершенно новый институт. Его и не было доселе. Сегодня
при поддержке главы государства. Глава государства подписал закон, внесены изменения в закон о туризме, где уже упоминается этот институт о системе госклассификации отелей. В этом контексте мы являемся секретариатом этого института. Будут отобраны эксперты, которые будут оценивать отели, по заявкам отелей, оценивать и присваивать, присуждать звездность отелям. Мы видим сегодня отельный бизнес у нас достаточно хорошо развивается, и отели нуждаются в звездности. Звездность имеется в виду 1 звезда, 2, 3, 4, 5. Да. А как до этого они распределяли? Кто хотел, тот ставил себе 3, кто хотел 5? До этого, да, этот вопрос присуждения звездности, он не был урегулирован на законодательном уровне. В первую очередь сейчас на законодательном уровне мы его отрегулировали. Сейчас идет уже практическая сторона реализации. А до этого все те отели, которые и существуют у нас, они, может быть, по каким-то международным, да, может быть, параметрам делали, да, какую-то звездность, но в данном случае это уже на законодательном, на национальном уровне делается. Если через систему госклассификации отелей тот или иной отель получит звездность, то совершенно эта звездность будет отражена в его какой-то базе, у него будет сертификат, и это дополнительно послужит инструментом для привлечения туристов и привлекательности этого отеля. Кроме того, у нас и развит хорошо гостевые дома, у нас юрточные, да, палатки имеются. Туда также будут присуждены эдельвейсы, так скажем, да, такие. Будет интересно, юрточный городок, там 3 звезд или 5 звезд. Совершенно верно, да. И эта система сейчас совершенно новая для нас, для страны. Мы сейчас это все апробируем. Я даже с гордостью могу сказать, что на центральноазиатском уровне мы первая страна, кто сейчас идем по этому направлению. И мы видим положительный эффект и положительный результат от этой инициативы. Пользуясь сегодняшней беседой нашей, я хотел бы и обратиться к нашим инвесторам, к нашему бизнес-сообществу, к нашему населению о том, что фонд в своей организационно-правовой форме является акционерным обществом. Мы полностью принадлежим государству. 100% участие у нас, нашим единственным акционером является Министерство экономики и коммерции. И поскольку фонд, являясь государственной компанией, мы можем и вполне за счет ресурсов, наших административных каких-то ресурсов, помочь в продвижении, в реализации каких-либо инвестиционных проектов, либо в осуществлении какой-то поддержки нашим предпринимателям, бизнесменам, которые хотят развить туризм, если не ресурсно, не финансовой частью составляющей, но какими-то административной поддержкой мы можем оказать содействие, какое-то доверие бизнесу внушить и стать гарантом в реализации каких-либо инвестиционных проектов. То есть наш фонд может выступить такой площадкой.